Чем ближе Новый год, тем праздничнее атмосфера в регионе. До 2022 остаются считанные дни. По всей республике планируются десятки мероприятий, которые организует Министерство культуры Ингушетии. К примеру, республиканский новогодний концерт пройдет совместно с Национальным ТВ. В нем примут участие наши артисты и приглашенные гости из других республик СКФО. Наряду с этим в образовательных учреждениях культуры пройдут также тематические мероприятия. По встрече Нового года в музеях республики пройдут акции благотворительные. В музее ИЗО с 25 декабря по 8 января будут проходить акции по посещению постоянно действующих экспозиций по музею. Для сирот и детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в благотворительных фондах, пройдет благотворительная акция в музее-мемориале. Для них организуют экскурсию в историю нашего народа, а затем поход в кинотеатр. Далее в программе благотворительный обед и встреча с Дедом Морозом в развлекательном центре. Также в музее краеведения пройдут тематические выставки, а театральные учреждения будут развлекать детишек, показывая сказки и спектакли через YouTube-канал. Учреждения культурно-досугового типа также проведут свои мероприятия, в частности, в культурно-техническом центре в городе Магась пройдет новогоднее представление воспитанников, силами воспитанников центра. В Центре культурного развития 27 числа также пройдут праздничные мероприятия. Ну и в населенных пунктах, в домах культуры будут проводиться концерты для населения муниципалитетов. И хочу отметить, что в этом году наряду с концертами художественной самодеятельности пройдут выступления и солистов филармонии, культурно-технического центра, студии эстрады. Еще одно новогоднее событие – встреча поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Состав прибудет на железнодорожную станцию Назрань утром 26 декабря. Праздничные мероприятия будут проходить до полудня. Викторины, чаепития, новогодние подарки и, конечно, общение с самим Дедом Морозом. Он проведет тур по оформленному вагону и сфотографируется с любым желающим. В рамках этого мероприятия будет работать культурная программа, в которой примут участие артисты театра юного зрителя. Это будет анимационная работа, ростовые куклы. Также нами планируется проведение концерта солистов нашей республики, вокалистов и юных дарований. Новогодние мероприятия в школах и детских садах проведут с учетом эпидобстановки по указу главы Ингушетии. В Министерстве образования рекомендует утренники в дошкольных образовательных учреждениях проводить в актовом зале, строго для детей одной группы. В перерывах между утренниками, как в актовом зале, так и в помещениях в дошкольных организациях, по пути следования в группы в актовый зал необходимо проводить дезинфекционные мероприятия в соответствии с постановлением Республики Ингушетия, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора Республики Ингушетия. Новогодние мероприятия в образовательных организациях рекомендуем проводить в каждом классе начальной школы. В дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях Республики Ингушетия новогодние мероприятия будут проведены без участия родителей, артистов, аниматоров и посторонних лиц. В соответствии с учебным планом новогодние каникулы пройдут с 29 декабря по 9 января. К слову, в дошкольных учреждениях выходные начнутся только с 31 декабря. Микаил Тангиев, Хава Гагиева, Магомед Дидигов. Новости 24.